Что, всем доброе утро. Мы проспались хорошенько. Идем гулять по городу. Ну, прогуляться. Мы сегодня куда? В музей собрались сейчас, да? Музей истории. Музей основания города Неринги. Так что посмотрим, должно быть интересно. Вчера был очень насыщенный день. Мы сами в шоке, что мы, считай, выехали 7 вечером. Ехали 12 часов в машине. Как-то легко дорога далась, на самом деле. Я даже удивился. Ну, потому что водители менялись вчетвером. Считай, и поспали там в дороге. И вот после такой дороги мы, получается, приехали в Наход, съездили, покупались, потом на горнолыжку на базу, еще погуляли, там в ресторанчик сходили, и вот я вообще лег там в 12 часов, в первом часу спать лег. Удивительно, откуда сил столько. Наверное, потому что я пить перестал, да? Сразу много энергии внутри появляется. Конечно. Рекомендую об этом всем задуматься. То, чтобы утилизировать алкоголь, организм тратит колоссальное количество энергии. Да. Для жизни энергии не остается. Вот я на самом деле это на себе ощущаю, что действительно у меня прям прилив сил постоянный. И спишь меньше, больше времени остается для какой-то активной деятельности. И мозг четче работает, на самом деле голова такая ясная, все для идей. Так что кто хочет чего-то добиваться и понимает, что что-то его тормозит, в том числе и алкоголь иногда тоже подтормаживает. Но это дело каждого. Каждый, как бы, конечно, многие любят там немножечко там... ладно, я об этом не буду. Вон, да, вот? Пойдем там пройдемся. Нам в ту, да? Да. Вот сегодня солнечный день очередной. Сейчас здорово. Я даже пока не застегиваюсь. Температура, сколько температуры? Не смотрел ты? Ой, не знаю, на солнце, наверное, уже плюсом все тает. Плюс, да? Ну, не знаю, вот там. Весна. Ну, мы на юге находимся, поэтому здесь, в принципе... Так, Неринга минус 19. О! Телефон показывает минус 19. Ну вот не ощущается, не знаю, пока что. Мы только вышли из дома, тепленькие. Посмотрим, ну вообще здорово, вообще на улице кайф. Вон, смотрите, вдалеке, вот край. Мне чем у Неринги очень понравился сразу, как мы только заехали, что он находится на горе, как бы вокруг сопки очень много, и на горизонте видны белые вершины гор. И вот мы сейчас идем на окраину города, и там вот такие вот сопки все вокруг окружает. Очень круто. Сейчас надо до них дойти. Сегодня, может, погуляем там где-нибудь. Слушай, а сегодня же Масленица. Да. А чему мы не сходили на площадь Ленина? Те, кто не был в Неррингере, можете с нами вместе его посмотреть. Тут интересно. Вот мы вчера сидели ужинали, в принципе, наши впечатления очень хорошие от города. Многие, когда я что-то там рассказываю, выкладывают, вот, а ты покажи, как там плохо, как то, как все. Конечно, везде хватает и плохого. Но почему мы забываем о хорошем? О том, что в любом месте, в любом чем-то можно найти много чего хорошего. Вот я мыслю позитивно. Много жарковато стало. Ну и оделся, конечно, вот одна флиска, вторая флиска. Привет. Надо хотя бы одну скинуть. Ну, лучше перестраховаться, на самом деле, чем замерзнуть, правильно? О, свежо. Можно позагорать. Наверное, камера не передаст дорогу, так кто ходит, и такая гора возвышается прямо посреди дороги. Прикольно. Заметил, что многие остановки здесь оформлены в стиле джель, да? Ты говоришь? Да. Это посуду расписывают, да, такой? Да, это, то есть, роспись посуды, вот такой вот узор синенький, так сказать, травы, цветочки. Это вот. Ну да, это же русская, ну, да. Посуда, там всякие ложки деревянные, да? Да, вот такие вот остановочки. Здесь нет, наверное, теплых остановок, да, как в Якутске, я так понимаю? Не попадались, а? Нет, не заметили. Но здесь, не было. Здесь вдоль дорог куча магазинов мелких, разных, да? И я думаю, что зайти погреться где-то там. Ну да, наверное, в магазинчиках можно. А вот же этот самый, да? Сим-Сим. Да? Ресторан с вкусной пищей, но очень накуренный. Проходим вот мимо. Здесь вот православная церковь находится. И сразу рядом, я так понял, что это католическая. Вот они соседствуют. В Питере на Ваське есть такой перекресток, что вот машины стоят и там, что можно так по диагонали проходить. Прикольно. Это не один такой здесь, да? Не, здесь все перекрестки вот по крупным этим, они вот такие. Да? А это, наверное, удобно получается, если так делают? Ну, не знаю, наверное. В Якутске пытались вести такую практику. Там просто вся дорога стала, весь перекресток. Страховой дом целый. Вот тоже есть здесь деревянные дома. По сути, я так понял, в Неринге нет частного сектора, да? Здесь только, потому что город молодой, либо деревянные дома такие, либо уже, ну, панельные, уже многоквартирные дома. Филиал СФФУ. А что такое? Северо-Восточный федеральный университет. Это вот в Якутске
Это один из самых крупных университетов. Отлично, для студентов, да, есть возможность учиться здесь, не уезжая никуда. Ой, блин, хотел все сломать. Ладно, не буду ломать, красиво смотрится. Хотел сосуляндру просто потаскать. Будешь? Наверное, вкусная? Он так геражит. Так, это все-таки музей истории освоения Южной Якутии имени Пьянкова. Вот и шашлычок вкусный. Пахнет отлично вообще. Увидели тут ретро-коляску. Что, зайдем в музей? Здрасте. Никогда не трогаю минералы, мне кажется. Или трогал, я даже не знаю. Почему-то не могу это вспомнить. А это вот, кому интересно, так выглядит череп медведя. Работники музея очень приветливые здесь. Мне это понравилось. Помогают, спрашивают. Мамонтовая фауна. Нижняя челюсть мамонта. Череп длиннорогого бизона. У меня камера умирает, прикинь. Не заряжается нифига. Беда. Я надеюсь, что с проводом я запасной взял дома. О, вот батыя, да, это инструмент. Я запомнил. Это коса, да, такая? Ну, такая. Это жернова, да, снизу. Тупо. А вот жилище же такое, да, было вот у них. Так вот лавки. Она вот нагревается, вся эта штука, и сюда идет жар. По сути, были такие большие, да? Золотодобыча? Промывка. Понять, что это не написано. Ну, это для промывания породы, это точно. Третий этаж, тут уже камни, минералы, кристаллы. Вот это интересная экспозиция. С чего карта сделана? Из картонки какой-то, да, сделали? Снизу из стекла. А из чего она большая? Можете Это посмотреть, кора. это вот Из чисто коры сделано. якутский камень. Больше нигде в мире нет. Хромдиоксид. Его называют якутским изумрудом. А геологи бутылочным стеклом. Вот недалеко от нас, от Нерюнгри находится. Вот этот камень только в Якутии. И чароид. Это визитная Чароид, карточка. да, это я слышал. Сиреневый камень. Остальные они везде есть. А эти Цвет, по-моему, только в Якутии. два наших местных камня. Спасибо. Да, проезжали это, да, Хатыми. Оказывается, в Хатыми вот здесь вот мраморное месторождение, рождение, да, здесь? Блин, тут снизу там карта из стекла, это просто из картонки, да, какой-то? А большая из коры, да? Ну-ка. Как бы встречает гостей. Вот, ну, по бокам вот это как простыни. Это хотите души, хотите тоже там люди. Тут вот стада, рожки-ножки. Это же береста. Да, это береста, кора. А, все из бересты, мне кажется, Из да? бересты. Ну, Ничего себе. береста это кора. Ну, просто, может быть, кору еще других деревьев использовали. Это А тут иркутский художник Ушаков сделал. иркутский художник, да? Ушаков. Это почти 30 лет этому было. И сколько это? С 75-го года основания Нерюнгри, да, получается? Это построили, да. Вот процесс строительства, да, такой здесь у вас отражен. А до этого, говорите, 2 года жили в Морозы в палатках, да? Вот, Где тут? да, в этих. Вот это вот. Вот в таких вот палатках люди жили, пока тут не начали строить нормальные дома с хорошим отоплением. Тут японские Аляски были в то время. Японские зонтики полуавтоматические вот такие. Ну и китайские, конечно, и То китайского есть, хватало. если там где-то не было ничего, в Якутске вообще такого не было. Здесь в Нерюнгри было все. Снабжение было, кстати, из Питера. Продовольствие. Да? Да. А, молодцы. Железной дороги. Земляки. У меня какая-то беда, камера не заряжается. Для меня это вообще трагедия. Полностью умерла. Сейчас снимаю на телефон. Надеюсь, что провод просто неисправен. Дома есть запасной. Проверю. Мишка. Какой-то жесткий все-таки. Опасный зверь. Уважаю. Оказывается, на одной из фотографий мама Милы. Мила, она с нами. Второй ряд справа. Бригада штукатуров-маляров. Вторая справа. А ленточку разрезает ее тетя.
это гуманизатор на копье. Почему? Потому что у нас есть историческое фехтование, мы тычем друг друга в пузо. Вот этим? Да, это гуманизатор, просто его пробили. А, Да. Это когда били в пузо, пробили? Копье очень распространенное оружие и орудие для охоты. Спасибо большое. Я только поменьше, называли с улицы метательные дротики. Вы слышали такое сулить беду, да? Вот от слова с улицы, потому что их метали в Вкусный чай. Еще такие же, только более маленькие, делались наконечники для стрел. Так, здесь можно научиться вязать из шерсти. а как оно крутится, закручивается? Смотрите, чуть-чуть придержали, немножечко выпустили кусочек. Прокрутили наверх. Вот оно. Все. А если я ее отпущу, она скручивается. Продевайте нитку. Вот раз. Значит, нитку проделать. А вот это куда? А, она вот так вот. Она зацепилась за нитку, вот это стоп. Да. Ну Так, и тут теперь еще. наверх. Теперь наверх. Откуда будет? Да. Зацепили. Аккуратно. Медитативно. Я просто тороплюсь, у меня камера там ограниченная. Съемка. Вот не надо торопиться. Разрешили немножко побиться. Ставим середину. Закололи уже, Игорь. Осторожно. Все, задел. Сдаюсь все. Я, кажется, бьюсь с Дмитрием, которого называют в простонародье берсерк. Он бьется двумя оружиями, очень сильный воин. как я понял. Будете в наших краях. Победила дружба. А ваш клуб как-то называется? Да, Волчий Кряж. Волчий Кряж, да? Да. А есть сайт какой-то у вас, да? Пока странички там. Ну, поискать в интернете можно, да? Клуб Волчий Кряж. есть. Нерюнгри, да? Ну, этот, Вик, да, Волчий Кряж. Стяг? Стяг. Это вот ваш знак, да, был? Да. Переодеваемся, у нас пешка. Прогулка. Посмотрим на город со стороны, да? Камера заработала, отлично. Кажется, кабель плохой был. Сейчас с другого заряжаюсь. Нормально. Город там, в той стороне. Там поселок Беркаки. Вот. Я не могу найти свою шапку, мне вот дали такую. Красивая? Так и буду ходить, да? А здесь смотровая есть, типа город с высоты хорошо видно и как бы не затоптанная. Но единственное, сейчас, наверное, тропы нету, потому что в феврале только последний раз там вроде как были люди. А, были в феврале, мы сейчас будем тропить опять. Ну да. Мое любимое занятие. Но Толик прямо порывался. Да? Его можно отправить и обратно. Будет Толик тропить, да, тогда? Промчал. Ну, я гамаша делал, все нормально. И крутые же Короче гамаши. говоря, про это место сказали, что вот везде тут бурятские амулеты, так Вот, что... там, короче, какое-то ритуальное место бурятов. Называется Бо или Ябо. Короче, Бо как-то. Ты туда сходишь, да, Толик? Почему идите? Толя. Я догоню, телефон есть. Толик у нас одинокий волк. Захотел туда сходить. Захотел, сделал. Молодец. А я с девочками пойду. А может я с Толиком прогуляюсь тогда, да, чтобы одного не как оставлять? хочешь, иди-ка. Только одного оставлять не буду. Пойду с ним прогуляюсь. Мы просто вот пройдемся, поднимемся на глыбы и обратно к ним пойдем. О, глубина пошла. Ничего себе. По колено. Толик, подожди меня. Вот здесь вот под ногами есть слой такой наста, который не проваливается. А если его пробить, ну-ка. А, нет. Не прокатило. Хорошо, что Толик торопит меня. Я уже устал чуть-чуть. И это не нытье. Это просто я обозначаю, что даже за такой короткий промежуток уже мышцы начинают уставать. Ты что сюда решил? С тобой прогуляться? Это тут же интересно. Мне кажется, там так интересно не будет, как здесь. О! Я провалился. Блин, не снял я этот момент.
Ты так красиво ушел вниз. Ты на глыбы на эти хотел сходить, да? Вот сюда. Или на вот те сопки, я думал, ты вообще хочешь. Здесь более-менее ровно будет. А, вон, смотри, уже город отсюда. Так, проведем эксперимент. Сейчас. Не, погоди. Давай-ка я вот пойду лучше и провалюсь. А, ты для меня оставил, да? Теперь я. Вот мне тут по пояс, например, почти. Снимай меня, вот ты. Пошел, все, бодрячком. Ты больно. Жесть. Можно так сесть, посидеть, отдохнуть. Чуть-чуть удобненько. И дальше пехать. Забавно вообще так ходить, тропить по такому снегу. Забавно, когда короткая прогулка. А когда ты знаешь, что тебе, например, вот так вот 15 много-много километров. километров, да? Ну это да. Смотри, вот сколько вот мы шли, мы вот от дороги, смотри, сколько уже всего. Сколько времени. Тебе надо как-то тут пробраться наверх. Как думаешь, по левой стороне обходить? Ну, прямо. В лоб? Ну, пойдем в лоб. Да, в качестве обзорной площадочка так себе, да? Ну пойдем туда, там, говорят, прикольно, да? Да. Сейчас туда и пойдем. Ну, мы туда и пойдем, да? Я по большей части просто хотел сюда забраться. Священное место почитания Обо. Поснимаем священное место. Надеюсь, я его не оскверняю своей съемкой. Будда. Я монетки с собой не взял. А? Это буддийская, да, штука? Да, буддийская. Что-то мы наших девчонок потеряли. Следы обрываются. Блин, вот камера не передает, насколько здесь вот красиво, а вот вокруг смотреть. Вот получается там такие вот горы. С другой стороны, со всех сторон. Такая крутая местность вообще. Как я люблю прям. И я представляю, что летом будет. Сейчас же вот зима, все такое, в принципе, ну, такое серое, бело-серое и красивое. А представьте, это летом. Поснимаю, а? Все в зелени будет. В комарах. Да, я знаю, комары. Настраиваю сейчас свой мозг, чтобы на них не обращать внимания. Не знаю, будем как-то думать по факту. Сейчас вообще не хочу об этом переживать. Все говорят, вот ты летом офигеешь, комары. Конечно, офигею. Как и любой нормальный человек. А пока наслаждаемся зимой, блин. Прям вот я вот понял, что зиму люблю очень. А тут можно ей наслаждаться вообще. Я вот не устал ни капли. Нет такого, что вот весна, скорее бы снег ушел, скорее бы тепло, солнышко. А сейчас такая зима еще комфортная, что вот снег еще сухой, потому что минус. То есть ты можешь прям вот сейчас вот полноценно наслаждаться. Нет такого мороза, когда ты там, ну, с трудом ходишь, весь закутанный. Сейчас вот все открыто, все. Шапку периодически снимаю, потому что голова немножко уже так мокнет. А все, вы уходите уже, да? Это я так к вам долго шел? Я еще немножко полюбуюсь. Вот Нерюнгри. Это, кажется, гостиница. Я думал, какой-то промышленный объект. Нет, это гостиница. Что-то я так мимо прошел, не смотрелся. Смотрите, гостиница, а там из окон будет вид туда вот, да? Ага. Надо тоже научиться этой теме. Это же не сложно? Не очень. Ну, если начать и заниматься. Конечно. Начнем и займемся. Так, ну что, стол накрыт. Мы ждем гостей туристов нерюнгрийских. Здрасте. Игорь, очень приятно. Вот это вот. Я вам еще не надоел? У нас есть на самом деле туристические объединения, 250 человек, группа в WhatsApp, пешие, кто каждые выходные ездит. Кто как может, там бабушки идут там на 3 километра, на 5, а то иногда бабушки бывают и на 30 ходят, знаешь, такие вот.
То есть, У нас с этим намного сложнее. У нас поэтому и по количеству людей, которых вот на выходные вырвать, пойдем куда-нибудь сходим, ну, намного все сложнее. вот это взаимодействие, это было бы очень полезно и для нас, и для вас. Сейчас немного хочу рассказать, просто хотим рассказать о туристах нюрнбергских. Нюрнбергские туристы. В прошлом году мы запустили проект под названием «Хранители легенд». Снимаем сейчас цикл документальных фильмов о интересных местах. Рассказываем легенды национальных жителей, венков и так далее. Вот. Есть у нас канал в Ютубе очень интересный, уже сделано 2 фильма. Один называется «Дыхание Янга», а второй называется «Шепот Алдана». Замечательно. Вот. Ссылочка будет внизу на канал. Да, друзья, я выложу, это очень интересно, сам посмотрю, еще не смотрел. Вот, на следующий год у нас есть тоже очень амбициозный проект снять фильм под названием «Эхо станового хребта». В рамках фильма хотим поставить памятник Федосееву Григорию Инсимовичу, рассказать легенду «Почему кочуют и венки», тоже вот из его книги такая прям классная легенда, и посвятить большую часть времени поискам самолета времен Алсиба. Мы нашли там аэродром, который был построен в 1945 году, запущен в 1945 году, да, в 1944 даже. Вот, хотим поснимать, как он был устроен, он посреди болота. И за все эти годы он не провалился, он до сих пор пригоден, и его не отсыпали. Пешая экспедиция будет где-то порядка 120 километров. Но проблема в том, что 120 километров это не просто по прямой пройти, нам надо будет залезть в самую середину хребта. Он имеет 2 стенки, южную и северную, и защищает серединку от ветров. И там внутри просто сланниковые джунгли, где там лет 50-60 никто и не ходил. То есть, я познакомился с ивенками с Балнака, Самурской области, они очень часто бывают в тех краях. Когда сказал, куда собираемся идти, они говорят, мы туда не ходим никогда. Вот. Но нам надо. Очень амбициозный план. Да, очень сложно. И потом по воде у нас на выход получается 1020 километров сплава, из них 600 на веслах, 400 на буферку. 1020. Да, то есть вот нам нужно уложиться в месяц, чтобы и в пешку поснимать, и самолет поискать. Ну, конечно, Муламские пороги, мы хотим на них покататься и полноценно снять с разных сторон. То есть не просто ходом прошли, а вот как в «Дыхании Янга» мы пороги снимали. Вот. У нас экспедиция намечена с конца июня по конец июля, то есть мы на месяц. Там надолго, да? Да, фильм мы промежуточный, как бы тизерок такой сделаем, я думаю, что в августе. А сам фильм планируем показать 6 ноября. Вот, на День города. Да. Это вам. Это реально очень круто. Вам крышка. Мы подбирали размерчик, оптимальный под ваши. Мы посмотрели на вашу комплекцию, оценили ваш аппетит. Правильно. Это кружка. Это кружка. Очень приятно встретиться и такие интересные истории. Я, правда, отвлечен работой, извиняюсь. У меня сегодня еще бессонная ночь, похоже, будет. Так, друзья, у нас в гостях были очень опытные туристы, нюрнбергские туристы Дмитрий Болотков и Олег Попов. Спасибо вам большое за эти интересные истории, за то, что поделились своим опытом. Спасибо. Это было очень круто. Мы к вам. Реально. Спасибо огромное. Я думаю, что мы еще увидимся, а если еще вместе куда-нибудь сходим, был вообще огонь. Да, я вообще только за. Так, ну что, мы уезжаем. Обнаружили забавную тему. Вот ехали на таком пуфике, потому что у нас не хватало одного места. А что у нас тут оказалось? Ну-ка, давай, показывай. Сиденье тут есть, оказывается. Да, ничего себе. Так, сегодня еще работает театр «Актеры и куклы». Пойдем заглянем. Что там у нас? Смотри, какие большие куклы. Это же театр кукол, не кукольный театр, да? Да. Тут есть артистка, которая Олонхо, она говорит на русском языке, рассказывает. Олонхо русском, да? Да. Ничего себе. Я была на ее представлении в Якутске. А много таких по Якутии? Нет, она единственная. Единственная здесь живет, да? Русская девушка, она вот именно Олонхо на русском языке. Вообще, там же текст длинный, конкретно длинный. И она все, да, и представляет, и на хамусе играет, и горловое пение делает, и он рассказывает. Круто. Молодец.
Это единственный театр кукол в Якутии. Единственный театр кукол в Якутии, да? Вот в Нерюнгри еще единственный театр кукол. Так что мы уезжаем, а город гуляет вовсю. Праздники продолжаются. Надо спросить. 300 рублей, да? А, вот. Все по 300 получается, да? Получается, да. Ну что, поехали. Счастливого пути нам. Вот так вот выглядит выезд из Нерюнгри. Ну что, напоследок решили еще на площадку смотровую зайти. У нас так всю дорогу будет красиво, да? Вот они, карьеры Чульмана. Это угольный завод, да, получается? А, это ТЭЦ, да? Чульманская ТЭЦ. Хотя бы через стекло посмотрим на все. Вот они, барьеры защитные от снега. Вдоль дороги здесь сделаны. Вот решили снять заслонки от снега, остановиться, вот так как здесь дорога заметает, и немножко нас занесло. Сейчас будем вытягивать. Погода резко поменялась. А что это за место? Я так и что-то не понял. Тит называется. Тит? Это что такое Тит? Перевал? Да, перевал. А, это вы же на его вершине перевала, да, получается? Да. Вот так вот сложно ездить по заснеженным трассам. Это вот мы находимся в Большом Немныре. Кстати, дома, интересно, снегом завалено. Да? Я тут прикольно, смотри. Там есть, интересно, это трехэтажный дом? Ладно, пойдем перекусим. Закусочная Маяк. Ну, посмотрим, как здесь. Ух ты, как дома. Какая атмосфера. Ну что у нас тут вкусного? Так, значит, я хочу вот эту бутылочку драгуна. Что-то первый, давайте цены посмотрим, секундочку. Значит, у нас тут получается борщ 50 рублей, борщ 90 рублей, пельмени с бульоном и маслом. Неплохо. По-домашнему. Так, ну что, хорошо покушали. Очень гостеприимные здесь люди работают. Навели немножко справки о поселке. В общем, проживает здесь около 60 человек. В основном уже там, как нам сказали, дедушки, бабушки, но есть дети. Тут есть школа на 14 детей, по-моему. Да, С 1 по 11 класс 14 же, да, детей, школьников. И детский сад подготовительный, как бы 5 детей в детском саду. Вот, зарабатывают мужчины-дорожники, в основном женщины. Они тут 3 магазина, вот в кафешках, в магазинах работают. То есть вот так вот. И здесь, в принципе, поток очень хороший. Потому что здесь вот на 70 километров в сторону Алдана ничего нет. Обратно тоже, ну, поэтому у них спрос всегда есть. Летом, говорят, вообще тут все приезжают толпами. И туристы сюда на речку приезжают сплавляться. И... Да, поселок такой заброшенный с виду. Ну вот дома двухэтажные, там вот антенн куча на них. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А это вот речка. То есть можно еще ниже опуститься, да? Еще полпути мы, в общем, только проехали, да? Дорогу так и замело, блин. Едем, все заснеженное. Туда ехали, здесь не было снега. Нет, нормально. Да, не было снега, да, когда сейчас все завалено снегом, и походу до Якутска будет такая дорога. Не очень комфортно на дальняк, конечно, так ездить, но что делать? Хорошо, что... Едем как едем, да? Хорошо, что из Пупи вышли. А, еще ж пруга была, да, жесткая, сейчас вроде нормально. Только порадовались, что пруга закончилась, да? Что, потихоньку домой приближаемся к Якутску. Заехали, тут говорят, закусочная, где готовят очень вкусные чебуреки. Слушайте, а как это место называется? Здесь какой населенный пункт? Хочешь? Это нет населенного, это лес вокруг. Это просто лес вокруг, да? Да, это Под Верхней Амгой. на Ну, ручье Мадут.
Ручей-Мадук. Находится Ручей-Мадук. кафе, где жарят самые большие чебуреки. Ну вот они, те самые знаменитые чебуреки, которые мы не поели на пути туда, зато поели на пути обратно, да? Спасибо. Пожалуйста. Даром тут чебуреки не пропадает. Да, малыш? Сытый ты всегда? Это хорошо. Время 12, да, уже 12 часов, хотя бы 12:30 уже, да, хотя бы под конец, Пургу проскочили, под конец хотя бы такая кайфовая дорога, сухой асфальт, все, скоро будем дома, выехали в 11, приедем, наверное, в час, да, нехило, я еще так не был долго в пути, а я во сколько, в 5:30 сел, да? Что мы почти в Якутске.